О необходимости изменения законодательства Абхазии в части борьбы с коррупцией в нашей стране говорят не первый год. Члены инициативной группы предлагают внести изменения в Уголовный кодекс страны, в частности, ввести уголовное наказание за так называемое незаконное обогащение, а также ввести конкурсный отбор для госслужащих. По словам Астамура Какалия и Рисмага Аджинджел, большинство депутатов, за редким исключением, за принятие такой формулировки закона. Открыто противодействовать декларированию и конкурсному подбору маломальски здравомыслящий человек, политик, не может. Он же не может сказать открыто вам, что я не хочу ни при каких обстоятельствах выводить свои активы из тени. Ни один не скажет вам. Здесь проблема в чем? Есть какие-то ссылки на то, что это трудно, сложно и так далее. На самом деле не сложно. Первое – это признать незаконное обогащение уголовно наказуемым деянием. Второе, опять-таки 20 статья, любой чиновник, активы которого значительно необъяснимо превосходят. Вот это все, да? Вот эта разница, незаконное обогащение, за которое он должен… То есть предельно просто все. Можно, конечно, поволокить это дело, потянуть. Это линия сопротивления на самом деле. То есть мы за, но вот здесь надо кое-что изменить и так далее. И вот это кое-что изменить не кончается. Половина парламента практически была, почти все высказали свое одобрение. Но вот вы, наверное, наш эфир телевизионный тоже видели. Говорят, да, мы ваши союзники в этом вопросе, и столько придумывают проблем, чтобы это невозможно было принять, решить, подойти к решению этого вопроса. Но у меня начинают закрадываться сомнения, а союзники ли они наши. Ну, это как бы, все это пытаются использовать в рамках какой-то политической борьбы. Одни говорят, вы против нашего кандидата, за нашего, мы ни за кого. Мы за страну, мы хотим, чтобы страна развивалась. Злоупотребление должностным местом или властью с целью собственной выгоды – наиболее точное определение термина «коррупция». Во всех цивилизованных странах мира существует законодательство, призванное бороться с этим злом. В нашей стране также действует закон против коррупционной деятельности, но, по мнению Адгура Лагвилава, он не работает. Поэтому закон необходимо изменить, считают инициаторы. У чиновников есть доступ к ресурсам, которые они распределяют, и поэтому к ним надо выдвигать какие-то особые требования. В чем главное требование? То есть, если чиновник не может объяснить, у него при зарплате 10 тысяч рублей, откуда у него гостиница и дорогой автомобиль, он признается виновным в незаконном обогащении. Если же он уже в суде может доказать, что у него легальным способом у него получено его имущество, то к нему вопросов нет. Но, скорее всего, он это объяснить не сможет. Потому что если человек 10 лет находился на должности, где там зарплата была 5-10 тысяч рублей, происхождение гостиницы он не сможет объяснить. На вопрос журналистов о сроках рассмотрения закона в парламенте члены инициативной группы не смогли дать конкретный ответ. По их словам, в течение полугода будет вестись активная работа по составлению проекта закона, который затем будет представлен на рассмотрение депутатам Народного собрания. В этом вопросе многое также зависит от общества. Чем больше людей будет включаться в обсуждение темы введения уголовного наказания за коррупцию, тем быстрее будут приняты конкретные шаги, считают инициаторы. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.